Согласно преданию, апостолы Симон Канонит и Андрей Первозванный прибыли в Абхазию в середине I века. Андрей Первозванный отправился проповедовать вдоль Черноморского побережья Кавказа, а Симон Канонит остался в Псырцхе. Святой апостол Симон – один из 12 учеников Иисуса Христа. По одной из версий, его сводный брат. Святой апостол Симон примерно в 55 году новой эры поселился в пещере в окрестностях современного Нового Афона. В ущелье реки Псырцха апостол принял мученическую смерть. Считается, что храм в Новом Афоне построен на мощах Симона Канонита в IX веке. Несмотря на это, истории был известен факт, согласно которому частица его мощей в период крестовых походов была увезена в Дамаск. Затем она попала в Европу. С тех пор судьба святых мощей была покрыта тайной. Месяца 2 назад мы с Наташей вместе как-то отделяли какие-то частицы для ее проектов, и что-то вдруг речь зашла об Абхазии. Я говорю, ну у них же покровитель Симон Канонит. Я говорю, а где у них мощи находятся Симона Канонита? Она говорит, только под спудом. Я говорю, как? Поклониться, приложиться? Мощей, она говорит, нету таких. Я говорю, слушай, у меня лежит медальон много лет. Я говорю, наверное, он ждал именно этого времени. И я говорю, давай передадим. И вот так вот мы закрутилось, позвонили отцу Виссариону, отцу Игнатию позвонили, и как-то решили, что нужно будет эти мощи. Ну вот соорудили ковчег, в котором сейчас этот медальон находится. Это в Троице-Сергиевой, под Троице-Сергиевой, в Сергиевом Посаде находится мастерская, которая это сделала. По инициативе Императорского православного палестинского общества, которое присутствие здесь есть, и сюда неоднократно приезжал председатель Императорского православного общества Сергей Вадимович Степашин, и в рамках также и нашего фонда, и в рамках тех великих исторических событий, которые занимается Императорское православное общество, это возвращение святынь. И мы рады, что сегодня действительно пришел небесный покровитель, святой покровитель благословенной Абхазии. Для всех прихожан, для всего народа Абхазии, для паломников, которые теперь приезжают в пещеры Симона Канонита, будут посещать и прикладываться к мощам святого Симона Канонита, который уже будет помогать, защищать. Такое стечение обстоятельств можно назвать неудачей, а знаком свыше, отметил глава Абхазской православной церкви иерей отец Виссарион. По его словам, возвращение в Абхазию частицы мощей святого апостола – знаковое событие. Для православного христианина это великая радость, когда мы обретаем мощи святых, которым мы молимся, поклоняемся, и изображения на иконах мы молимся, обращаемся к этим святым, и святые отвечают нам. И сегодня для нас, в нашей стране абхазской, вообще это историческое событие, потому что то, что связано с апостолом Симоном Канонитом, это великий дар. Это еще раз Россия показывает, что Андрей Первозванный и Симон Канонит вместе, что Андрей отсюда пошел в Киевскую Русь. И сегодня мы будем молиться этим мощам, чтобы на территории Киевской Руси воцарился мир, и она является составной частью московского патриархата, это славяне, и никто не может оторвать эту часть, Киевской Руси. К этому событию очень было много усилий приложено отцом Игнатием. Он у нас председатель церковного внешнего сношения. И вот он впервые на уровне внешних церковных дел он выполнил это все на высочайшем уровне. Это начало восстановления Абхазской православной церкви. Господь нас объединяет через добрых людей, через людей доброй воли, как наш дорогой Александр Чвала, как наша дорогая Наталья Мезенцева, которая уже много лет оказывает помощь духовную Абхазии. По благословению патриарха Кирилла сюда были переданы походные иконы в 7-ю базу и в посольство России, и во многие-многие храмы. Господь так вам внушил, и Господь дает вам возможность помогать нашей многострадальной Абхазии.
духовно ее поддерживать. И Теперь ковчег с частицей мощи святого покровителя Абхазии Симона Канонита будет находиться в Сухумском кафедральном соборе Пресвятой Богородицы, и каждый желающий сможет прийти на молитвенное поклонение. Асида Малия, Нарсо Цулуки, Абхазское телевидение.